2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Мы поздравляем и чествуем замечательных людей, которые всю свою жизнь посвятили преподаванию и отдавали своим ученикам все свои знания, любовь и душу. Поздравляем ветеранов этой замечательной профессии. Желаем нашим педагогам самого крепкого здоровья, никогда не забывать прекрасных моментов своей трудовой деятельности и всегда оставаться в сердцах ваших благодарных учеников. Дорогие друзья, выпускники школы, мы хотим вам устроить встречу с вашими любимыми учителями и наставниками разных лет. Сегодняшняя встреча – это встреча с замечательным педагогом, учителем французского языка с Фаиной Алексеевной Здравствуйте, Павловой. Фаина Алексеевна. Мы рады видеть вас в нашей и вашей школе. Bonjour, Фаина Алексеевна. Comment allez-vous? Enchantée de vous voir. Merci, ça va bien. Фаина Алексеевна, нам сегодня хотелось бы узнать о вас многое. Скажите, пожалуйста, как вы стали учителем? Почему выбрали эту профессию? Я воспитывалась в семье учителя, где профессия учителя была очень уважаема. Мой отец, Алексей Ананьевич Шишкин, был заслуженным учителем Чувашской республики, очень уважаемый он был и посвятил всю свою жизнь работе с детьми. И так, и он был моим первым учителем. Я и моя старшая сестра Роза Алексеевна последовали его примеру и стали учителями. Надо сказать, что у нас династия учителей. Мой супруг Валерий Георгиевич работает преподавателем в Угейской школе искусств. И наша дочь Татьяна тоже пошла по нашим стопам. Она тоже педагог. На мой выбор профессии стать учителем иностранного языка повлияла на меня учительница немецкого языка, когда я училась в Шумиковской 8-летней школе. Когда я училась в 7 классе, к нам пришла такая красивая молодая учительница. Ее звали Раиса Михайловна. И она поразила меня своей увлеченностью предметом преподавания. И тогда я решила, я стану учителем иностранного языка. Аттестат зрелости я получила в Каликасинской средней школе в 1972 году. В прошлом году у нас был юбилей – 50 лет окончания школы. До сих пор я с благодарностью вспоминаю своих учителей. Это моими учителями были Серова Феоктиста Антиповна, Егорова Регина Васильевна, Ильина Зоя Михайловна, Светлана Георгиевна Шумилова, Юрий Никифорович Дмитриев, Яса и многие другие. Я им очень благодарна. У меня с одноклассниками очень тесная связь. Мы с годами все ближе и ближе сближаемся. Мы все любим родной край, с которым связано наше детство, наша юность. Мы часто встречаемся, вспоминаем наши школьные годы, наших учителей, поем песни. Мы всегда поем песни такие: «Школьные годы чудесные», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Пользуясь моментом, я хочу передать своим одноклассникам, подругам пламенный привет. Алине Юлиной, Светлане Яковлевой, Але Кузьминой, Але Слепневой, Иванчиковой Валентине, Тамаре Ивановой, Маше Парандеевой, Римме Рубцовой, Володе Ямангееву и всем остальным, кто меня знает. Я вам всем желаю здоровья и чтобы мы все больше и больше встречались. Фаина Алексеевна, нам хотелось бы еще раз вспомнить, где, когда, по какой специальности вы получили образование. Что интересного запомнилось вам время учебы в институте? Как проходила ваша первая педагогическая практика? Педагогическое образование я получила в Чувашском государственном педагогическом институте имени Яковлева. Училась я очно по специальности учителя французско-немецкого языков. Наша группа была небольшая, было всего 9 человек, 3 парня и 6 девушек. У нас были очень опытные преподаватели. Нам они давали хорошие хорошие знания, навыки и умения преподавания иностранного языка. Хочу перечислить наших преподавателей. Оксана Дмитриевна Сушкевич, Пьер Петрович Щербаков, он носитель языка из Франции, Алевтина Васильевна Скворцова, Елена Сергеевна по немецкому языку, Зинаида Пономарева и так далее. Первую педагогическую практику я проходила в городе Чебоксары в школе номер 18 на 4 курсе. Я до сих пор помню, как с нами работала опытная учительница французского языка Светлана Николаевна Кузнецова. Она нам дала такую поддержку, такую помощь, как наставник для формирования педагогической деятельности. Я очень ей благодарна. Фаина Алексеевна, мы очень хорошо помним, что вы всю жизнь проработали в Абашевской средней школе, отдав ей более 30 лет трудовой деятельности. Интересно узнать, а помните ли вы свой первый урок в Абашевской школе? С чего все началось? Много времени у вас уходило на подготовку к урокам? И чем были волнительны будни учителя? Итак, я молодой педагог. В 1979 году пришла в Абашевскую среднюю школу Чебоксарского района. Администрация школы, коллектив учителей меня хорошо приняли. Поддержка молодого учителя в учительском коллективе очень важна для молодого педагога. Итак, у меня началась первая трудовая деятельность. Первый урок. Я хорошо помню, как сегодня. У меня первый урок был в 5 Б-классе, в своем классе, где я была классным руководителем. Первый урок для каждого учителя – это испытание. До сих пор помню пытливые глаза детей, которые внимательно изучали, проверяли меня, но мы нашли общий язык. Я рада, что
мои ученики были достойными людьми. Они ко мне до сих пор звонят, интересуются мною, поздравляют с праздниками, приглашают на вечера встреч. Это, конечно, очень приятно. Конечно, в это время подготовка к урокам приходилось долгое время, это занимало долгое время. Мало было наглядных методических пособий, как сегодня, тем более интернета. Надо было самим готовить все наглядные пособия, чтобы заинтересовать учеников, чтобы наглядно все показывать детям на уроке. Помимо уроков французского языка, я в школе вела кружок «Клуб интернациональной дружбы», где велась огромная работа по интернациональному воспитанию школьников, по формированию дружественных связей между людьми разных республик, разных национальностей. У нас были встречи в школе незабываемые с представителями таких стран, как Польши, Бельгии, Франции. Я хочу рассказать об одном таком интересной встрече, когда к нам приезжали француженки. Их звали Жаклин и Салвейк. Мы встречали их хлебом с солью, гимн пели, французский гимн. Они, французы, проводили уроки в младших и старших классах. Ученики задавали им интересующие вопросы, они отвечали. Совместно мы пели песни, французские песни. И в школе еще был организован обед, где гости попробовали блюда чувашской кухни. Шурбе, например, хуплу, наше известное пиво, чувашское пиво. Гости остались очень довольными. А чем неповторим труд педагога? Фаина Алексеевна, если бы вновь избирали профессию на всю жизнь, вы бы вновь стали учителем? И почему? Быть педагогом – это ответственно и в то же время почетно, потому что учителя участвуют в формировании человека, в формировании его духовного мира. От нас, от учителей, зависит будущее нашей республики, будущее нашей страны. Недаром говорят: дети – наше будущее. Я рада, что наши выпускники достойны, ими можно гордиться. И на вопрос, избрала бы я вновь профессию учителя, я отвечу «да». Фаина Алексеевна, говорят, что учитель всю свою трудовую жизнь учится. Так ли это? Как много курсов переподготовки, аттестации вы проходили? Насколько это сложно и необходимо быть всегда в ногу со временем и чуть-чуть впереди? Есть народная пословица: «Век живи, век учись». За время работы, 30 лет я проработала в школе, приходилось проходить много раз курсы переподготовки в Институте усовершенствования. Это, конечно, очень необходимо. Получаешь такую энергию после курсов, такой азарт. И это, конечно, очень необходимо для совершенствования преподавательской деятельности. Помимо курсов переподготовки учителей, учителям приходилось каждые 5 лет проходить процедуру аттестации. Надо было сдавать экзамены по психологии, по валеологии,
по методике. Все учителя французского языка Кугейской школы №1, Атлашевской, Мурманск-Юктерской и, конечно, Абашевской были объединены в одно районное методобъединение. Мы постоянно делились друг с другом, посещали уроки, анализировали наши уроки, конечно, и учились друг от друга. Фаина Алексеевна, хотелось бы узнать у вас, какие ученики остаются в памяти учителя больше, успешные или трудные? И много ли ваших учеников пошли по вашим стопам и стали учителями иностранных языков? За время моей трудовой деятельности бывали и успешные, и трудные ученики. У них, конечно, у всех разные характеры, разные способности, разные материальные условия жизни. Я к ним обращалась ко всем одинаково. Они все мои ученики, они все нуждаются во внимании учителя. Таких у меня, чтобы любимчиков сказать, не было. Это не в моем характере. Мне очень приятно, что многие выпускники нашей школы пошли по моим стопам, поступили на факультет иностранных языков. Сегодня я хочу поименно назвать этих выпускников. Никифорова Зина, Павлова Ирина, Майкова Екатерина, Иванова Юлия, Лаврентьева Елена, Соловьева Ольга. И особенно, конечно, сегодня Владислав Петрович Кириллов. Он мой бывший ученик, я его учительница. Он поступил тоже на иностранный факультет и работал долгое время в Абашевской средней школе. Вел уроки французского языка. А теперь он является завучем по учебно-воспитательной работе. Я ими горжусь. Фаина Алексеевна, вы уже несколько лет находитесь на заслуженном отдыхе. И несколько слов расскажите, пожалуйста, как проходят сейчас ваши будни? Чем вы заняты в жизни? У меня 8 внуков. И я, как бабушка, помогаю своим детям в воспитании своих внуков. Роль бабушки в воспитании детей очень огромна, потому что у нас большой жизненный опыт. Я и няня, я и психолог, я и педагог, я и воспитатель. На пенсии я начала заниматься спортом. Хожу на лыжах, в бассейн, хожу на танцы для пенсионеров в ДК Южный. По вечерам мы с коллегой Светланой Николаевной Матвеевой ходим на пешеходную прогулку. Фаина Алексеевна, хотелось бы узнать, что у вас осталось в памяти о школе, о коллегах. Может быть, какие-то памятные предметы вы храните в качестве реликвии в память о школе? Фотографии моих учителей, наставников. Сегодня я хочу благодарить своих наставников, как Элеонора Яковлевна Смородинова, Зоя Михайловна Туманникова, Елена Михайловна Данилова, Людмила Григорьевна Григорьева и многие остальные. Им большая благодарность. Они помогли мне становиться учителем, полюбить свой труд. Фаина Алексеевна, я благодарю вас за нашу встречу, за ваши искренние ответы. А в конце хотелось бы от вас
услышать слова напутствия всему нашему педагогическому коллективу. И что вы скажете нашим учащимся, молодому поколению? Всему педагогическому коллективу моей родной Абашевской школы я хочу пожелать новых достижений в работе. Конечно, и крепкого здоровья, новых побед. А ученикам учиться, учиться и учиться. Для этого все условия в школе. Спасибо большое, Фаина Алексеевна. И до скорой встречи. Au revoir, Фаина Алексеевна. Bonne chance, monsieur. Вот и встретились, как прежде. Час настал. Я вижу близкие и родные глаза. Слышу голос, что во мне звучал, и ветер перемен в дорогу вновь позвал. И рады новой встрече мы с вами. Нам есть что вспомнить, чем гордиться. Ведь жизнь была тот самый вечный бой. Покой по-прежнему нам только снится. Гордились, что день завтрашний творим, и человека без духовной лени. Учитель, перед именем твоим великий Пушкин преклонял колени. Гордились, что в родном краю живем и воздухом родной природы дышим, что песни русские по праздникам поем, России зов и пульс планеты слышим. Мы всем желаем долгих лет, жить не спешить, не зная, что значит устать. Пусть никогда не меркнет солнце свет, и все ж, встречая день, не будем торопиться.